Гепатит С излечим. Это хорошая новость. А вот не очень хорошая заключается в том, что не то, что все пациенты, не все медики знают об этом. Давайте поговорим сегодня об этом в программе «Интервью». Здравствуйте, я представляю гостя в студии. Айгуль Галиева, главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, также заместитель главного врача инфекционного центра Зубова. Айгуль Тагировна, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, сегодня мы с вами поднимаем такую тему, как заболеваемость гепатитом С. Какова сегодня статистика у нас в Республике Башкортостан? И так как вы специалист именно среди инфекционных заболеваний среди детей, то именно о детях я спрашиваю сейчас. Заболеваемость гепатитом С у нас в республике. Это уже актуальные цифры, которые мы собрали согласно отчета статистики от всех медицинских организаций, так называемой формы 65, которая актуализировала эту статистику. В регионе у нас более 11 тысяч взрослых пациентов с гепатитом С и 31 ребенок с гепатитом С. В основном это семейные случаи заражения, когда в семье у мамы, у папы есть этот вирус, и во время рождения, во время родов существуют эти риски передачи этого вируса, и малыш оказывается в последующем инфицированным. Но нельзя сказать, что у нас 100% риск заражения у детишек. Вертикальный путь это называется, когда от мамы к плоду передается вирус. Риск маленький, где-то 3%, но он существует, и поэтому, когда мы таких детишек принимаем, мы просим внимательно наблюдать за пациентами такими, особенно педиатров, на участках, и обследовать на антитела к этому вирусу до 1,5-летнего возраста. Антитела сохраняются, как правило, материнские до 1,5 лет, а в последующем они исчезают. И для того, чтобы понять, ребенок инфицировался этим вирусом или нет, необходим второй этап обследования. Это называется полимеразная цепная реакция, сокращенно ПЦР. Это, наверное, уже все население знает, что это за исследование, ПЦР-диагностика. Этим методом мы определяем уже сам вирус. Если же он оказывается обнаружен, то этот пациент идет уже к инфекционистам для того, чтобы определиться со схемой противовирусной терапии, с длительностью этой терапии и возможными осложнениями или же исходами от этого гепатита. Ну и хотелось бы обратить внимание и пациентов, и самих медиков, как вы сейчас обратили внимание, действительно это так. Не все медицинские работники знают, что гепатит С на сегодняшний день это 100% излечиваемый гепатит, и эта проблема решается. Причем существуют разные инструменты подхода к решению этой проблемы. У нас уже более практически 20 лет региональной программы по противовирусной терапии гепатита С. Она курируется в Центре СПИДа и профилактики инфекционных заболеваний. Также с 2016 года инфекционные больницы у нас занимаются противовирусной терапией в рамках ОМС, то есть по страховке, в условиях дневного стационара. И вот теперь уже планируется третий вариант получения этой терапии по федеральному бюджету, когда выделяются финансы для закупа противовирусных препаратов, и пациенту предоставляется эта терапия со 100% излечением. Действительно, существуют сейчас такие современные препараты, которые длительностью от 8 недель до максимально 12 недель, но в случае перехода в цирроз печени, а гепатит С он именно опасен со своими этими исходами, в виде фиброзирования печени, когда печень из-за этого воспалительного процесса превращается в такой комок, рубцовый комок. И вот чтобы прекратить вот это рубцевание, противовирусная терапия действительно может предотвратить и даже отодвинуться от этой пропасти, куда бы пациент упал, если бы нежели мы не назначили эту терапию. И эти схемы, это вот гликопривир с пибрентосфером, софосбувир с вилпатосфером, они уже зарегистрированы на нашей территории, эти схемы противовирусной терапии, они действуют на все варианты вируса. У нас в России в основном циркулируют 3 варианта, это 2-й, 3-й и 1-й генотип. И вот эти схемы, они позволяют даже без определения генотипа, без уточнения так называемой фамилии этого вируса, назначить эту схему и добиться вот 100% результата, который мы ожидаем у этих пациентов.
Айгуль Тагировна, расскажите, вот как можно получить это лечение? Вы сказали, что вот есть три программы. Да. Как обычному пациенту, обычному страдающему заболеванием получить их? Если пациент знает, что у него есть такой диагноз, или же во время обследования, диспансеризации или скринингового метода исследования определили антитела, вот второе, что он должен сделать, определить методом ПЦР, это обратиться к своему участковому врачу, инфекционисту, если он есть на участке, или же обратиться в инфекционную больницу на Запотоцкого, 37, для того, чтобы уточнить, какие дальнейшие его действия, необходимость есть противовирусной терапии. И в дальнейшем уже доктор, направляя в диспансерный кабинет инфекционной больницы, определяется схема. Мы ставим обычно в лист ожидания на противовирусную терапию, в которой в течение года она реализуется. Если ранее, где-то 10 лет тому назад, мы говорили, противовирусная терапия, она очень тяжелая, там нужно долго ждать, то сейчас действительно она быстро реализуется. Но в зависимости от степени фиброзирования, если у пациента действительно продвинутый фиброз, цирроз печени, то эти пациенты, они у нас все равно имеют приоритет назначения противовирусной терапии, мы быстрее хотим пропустить и назначить, нежели тот пациент, у которого печень здоровая, просто имеется вирус. Вне зависимости от воспалительного процесса, вне зависимости от уровня воспаления по биохимическому анализу, который мы определяем, противовирусная терапия назначается сейчас всем пациентам. И вот по поводу детишек хотелось бы тоже обратить внимание. Сейчас вот есть схемы, которые назначаются с 3-летнего возраста в виде саше, в виде гранул, которых нужно предварительно растворить или же в таком йогурте греческом, или в сгущенке, только не с водой, поскольку там горький вкус усиливается. И вот мы это все объясняем докторам, которые ведут на участке. И вот с августа 2023 года через фонд благотворительный «Круг добра» уже эти препараты закупаются, передаются по всей территории Российской Федерации, в том числе в нашу республику. И вот уже на сегодняшний день у нас 26 детишек получили этот препарат через фонд «Круг добра» и со 100% результатом. Мы пока наблюдаем. Результат эффективности проверяется через 3 месяца после окончания курса терапии. Пока у нас только половина детишек достигли этого вот периода срока наблюдения. Остальные закончили терапию, но вот через 3 месяца мы должны уже определить, что они действительно достигли вирусологический ответ, и мы можем их снять с диспансерного учета. Ну и хотелось бы обратить внимание, антитела, конечно, остаются пожизненно, но без вируса. И пациент уже снимается с учета, у него не будет диагноза хронический вирусный гепатит С фигурировать нигде, ни в каких документах. Он уже считается выздоровевшим и не представляет эпидемиологической опасности для окружающих. В начале нашей программы мы сказали, что гепатит С, сейчас этот диагноз поставлен у детей в количестве 31 человека. Да. Вот это много или мало по сравнению за последние годы? Ну, это не скажу, что много или мало. Эти дети инфицированы вирусом. А вирус гепатита С все-таки он не только остается проблемой нашего органа печени. Этот вирус может запустить и сахарный диабет, может запустить заболевание почек. Теперь на этот вирус смотрят как такую мультидисциплинарную проблему. То есть он не только ограничивается изменениями со стороны вот печени. И эти детишки, раз есть, и есть эффективная терапия, мы должны назначить эту терапию, чтобы когда этот ребенок подрастет и перейдет уже во взрослую жизнь, он не зашел туда с этим вирусом, а был чистым и считал себя абсолютно здоровым среди своих сверстников и создавал свою семью. Поскольку в основном это половой путь заражения может быть, ну а также риски инфицирования, возможно, при повреждении кожи и слизистых. Конечно, вакцинации у нас нет от этого вируса, но зато есть противовирусная терапия эффективная, 100%. В то время, если сравнивать с гепатитом Б, там есть вакцинация эффективная, и невакцинированные лица от гепатита Б рискуют заразиться этим вирусом, но там терапии эффективной такой нет, как вот, нежели с гепатитом С. Поэтому в каждой ситуации нужно подходить избирательно, индивидуально и решать эту проблему. Айгуль Тагировна, в начале интервью вы сказали о том, что ребенок может получить от мамы заразиться гепатитом С. Какие еще
еще есть пути заражения. К чему я это спрашиваю? Для того, чтобы их избежать. Татуировки, особенно которые проводятся в домашних условиях, маникюр, педикюры, дальше пирсинги, если же это не в салонах и нет действительно убеждений в том, что они обработаны, эти инструментарии. И если же инструменты многоразового пользования, то тогда риски эти существуют. То есть все манипуляции, связанные с повреждением слизистых и кожи, при использовании многоразового инструментария всегда создают риски инфицирования этим вирусом, к сожалению. Поэтому надо быть максимально внимательными, смотреть, когда мы идем на такие манипуляции или процедуры, все-таки риски возможны. Не скажу, что они стопроцентные, но они возможны. На какие симптомы нужно обратить внимание у детей? Как протекает болезнь? Вот гепатит С, он всегда раньше называли вот таким ласковым именем, ласковый убийца. Но это связано с тем, что клинически никаких симптомов у этого заболевания нет. Вот, к сожалению, вот этот момент и позволяет несвоевременно диагностировать и упускать этих пациентов в самом начале, когда эффективность терапии была бы стопроцентной и кратковременной. А когда уже через 25 лет, конечно, это не 100%, у 25% всех инфицированных создаются риски перехода фиброзирования и перехода в цирроз печени и с другими сопутствующими фоновыми заболеваниями, которые запускает этот вирус. Но в связи с этим хотелось бы обратить внимание, что одним из таких, наверное, симптомов самых распространенных – это слабость и утомляемость. Хотя слабость и утомляемость может наблюдаться и в конце рабочего дня, но печень – это наша лаборатория, и когда внутри нашей лаборатории сидит вирус, все наши резервы направлены на борьбу с этим вирусом, и вот самым таким ранним симптомом – это быстрая утомляемость. Апатия, плохое настроение, эмоциональная лобильность, может быть. У детишек это жалобы на плохой аппетит, тяжесть в правом подреберье. То есть неспецифические симптомы. Нельзя сказать, что какой-либо симптом указывает на заболевание печени. Самое главное – это биохимический анализ крови, который проверяется и при диспансеризации. Это самые такие простые ферменты печени, АЛТ, АСТ. И следующее, если эпитанамнез, то есть в семье, если инфицированное вирусом гепатита С лицо. Если таковое лицо существует, то надо непосредственно в отношении вот этой семьи, членов этой семьи, внимание обратить и обследовать целенаправленно. Айгуль Тагировна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию. Рассказали о том, как лучше предохраниться и как уберечь свое здоровье и своих детей. Спасибо огромное. Спасибо. До свидания. Напомню, это была программа «Интервью», и сегодня в гостях у нас была Айгуль Галеева. Это главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Министерства здравоохранения Республики Башкортостан. Спасибо, что были с нами.